В эфире новости, в студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер. Прямо сейчас о последних событиях. Накануне на 81-м году ушел из жизни крымско-татарский филолог, лексикограф, переводчик, писатель и преподаватель родного языка Сейран Оджа Усинов. Развитие медицины. В Крыму выделят 15 миллионов рублей на ремонт станций скорой помощи. Срочно нужна кровь. У трехлетнего Идриса Усиинова обнаружили лейкоз. Никто не забыт, ничто не забыто. В Симферополе отметили День партизан и подпольщиков. Нигелла или черный тмин. В Крыму впервые выявили сорт одного из самых полезных растений. Об этих и других новостях в течение 20 минут. Скончался Сейран Усинов. Накануне на 81-м году ушел из жизни крымско-татарский филолог, лексикограф, переводчик, писатель и преподаватель родного языка. Известно, что наиболее значимой работой для народа были словари Сейрана Усинова. Ими активно руководствуются языковеды, исследователи, преподаватели и студенты. Кроме этого, он автор множества крымско-татарских словарей, переводных учебников для средней школы, стихов для детей. Все, что в наших руках, любые наши поступки должны приносить пользу нашему народу. К этому нас призывал сам Гаспринский. Этими словами руководствовался и сам Сейран Оджа Усинов. Педагог, поэт, автор десятков словарей, книг по истории и культуре. Посвятил свою жизнь сохранению и возрождению крымско-татарского языка. Сейран Оджа можно по праву назвать крымско-татарским Владимиром Далем. Его словари – бесценное достояние крымско-татарской филологии, сокровищница диалектов. Труды Сейран Оджа принесут пользу еще не одному поколению. Только в этом году он издал трехтомный словарь. Еще совместно с Александром Гурейновым словарь математических терминов. Еще много других работ. Сейран Ага, можно сказать, работал до последней минуты своей жизни во благо культуры, языка, религии и благополучия нашего народа. Проститься с великим деятелем крымско-татарского народа собрались десятки человек. Соотечественники съехались со всех уголков Крыма. Даже погода соболезнует. Для многих Сейран Оджа был наставником. Он был у истоков национальных школ в Крыму. Нет таких учебных учреждений, где бы не использовали его труды. Смерть Сейрана Усинова – потеря для всего народа. Эту утрату будет сложно восполнить, но мы, представители Марифчи, надеемся, что подрастающее поколение будет стремиться достичь уровня Сейран Оджа. Следуя его примеру и идя по его стопам, национальное образование возродится. Сейран Усинов родился в 1938 году в селе Изобильное. Мечтал стать художником и артистом, но судьба распорядилась иначе. Ему было предначертано возрождать родной язык. Его жизнь – это почти 50 лет преподавательского стажа, десятки учебных и методических пособий, самоучители, словари и стихотворения. Как славяне почитают Владимира Даля, так и мы веками должны не забывать Сейран Ага. Мы должны продолжить его дело. Человек-словарь, как его называют многие, оставил после себя бесценную сокровищницу – золотой фонд родной речи. Айше Шулакова, Мухаммед Нестуров, телеканал Миллет. 15 миллионов рублей на ремонт станций службы скорой помощи выделят в этом году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он также добавил, что в 2019 году планируется выделить на 100 миллионов рублей больше. Накануне состоялось совещание по вопросам работы службы скорой медицинской помощи. Обсуждались также вопросы увеличения зарплат. По словам главы, повышение надбавок позволит не только повысить престиж работы в скорой, но и привлечет специалистов. Нет привлекательных условий, послушайте, конечно, если для человека, особенно закончившего вуз, только условно он может заработать там в другом месте, то есть не связанном ни с государством, ничем, он может больше заработать спокойно, даже просто торгуя или ИПшником идя работать, то, конечно, кто пойдет сегодня в медицину. Также обсуждался вопрос ремонта и установки модульных станций скорой помощи в населенных пунктах Крыма. Глава отметил, что большинство помещений, где размещаются станции скорой помощи, находятся в непригодном для работы состоянии. Я вас прошу техническое задание подготовить, какая площадь нужна, по сути, то есть под размещение станции, какие необходимы там условия. И нам с вами там за 30 дней эту информацию всю перелопатить и найти варианты. То есть те, которые места размещения вот сейчас по площади, допустим, пригодны, по площади не по состоянию, а по площади пригодны,
Оставляем и план капитального ремонта, и, значит, внутри все, что необходимо сделать, чтобы это, ну, соответствовало современным стандартам. Там, где не подходят ни по каким, а есть такие, там вообще не в комнатушке, ну, клетушки на самом деле не подходят. Ищем какие-то нестандартные варианты. То есть вот просто, вплоть до того, что, если уже на то пошло, я за то, чтобы просто им устанавливать модуль на территории больницы, ну, просто модуль. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Бальбек встретился с представителями профсоюзов всего Крыма. Обсудили вопросы усовершенствования пенсионной системы. В свою очередь, парламентарий получил предложения от крымчан, которые будут учитываться в работе. Все вопросы были внесены в протокол. Их передадут от Крыма на рассмотрение во фракцию Госдумы. Коллеги сегодня говорили о предельной сумме это пенсии, да, которые позволят высвободить определенные средства. Говорили о тех инициативах, которые позволят увеличить пенсионный фонд иными экономическими инструментами. Как раз-таки вопрос многогранный. Считаю, что мы очень плодотворно сегодня поработали. И, конечно же, эти все предложения будут учтены в работе в Государственной Думе. Крымская республиканская организация профсоюзов насчитывает 74 тысячи человек. Это самый многочисленный профсоюз на полуострове. Председатель организации Екатерина Волкова поделилась, что встреча с парламентарием прошла плодотворно. Для них важно, что мнение крымчан будет озвучено на уровне Государственной Думы России. Важно сейчас не скатиться на уровень эмоционального такого возмущения, а наоборот наполнить своими предложениями дальнейший путь совершенствования именно пенсионного обеспечения в нашей стране. Никто не забыт, ничто не забыто. Сегодня в Симферополе прошел митинг, посвященный Дню партизан и подпольщиков. В рамках мероприятия ветераны Великой Отечественной войны и представители власти возложили цветы к памятнику партизанам и подпольщикам Крыма и почтили минутой молчания погибших. А представители власти, в свою очередь, поздравили участников партизанского движения. Подробности у Мухаммеда Зикирьяева. В свои 85 лет Сервер Апазов помнит каждый момент войны. Он стал партизаном, когда ему исполнилось 15. Борясь за освобождение Родины от фашистских захватчиков, Сервер Аха не раз рисковал своей жизнью. Одно из самых ужасных воспоминаний мужчины – это голод. В этой войне он потерял много друзей, а его семья испытала трудности того периода. Я не боялся, поверьте, я песни пел, не боялся. А сейчас вспоминают, вы что я делал? Ну, я выполнял, что просили, там я должен выполнять. Раз дал команду, должны сделать. Нет, еще раз поедем. А так не принимали. Возложение цветов – это основная часть мероприятия. Гости таким образом чтут память тех, кто не вернулся. Сегодня здесь собрались настоящие герои, участники партизанского движения и подпольщики. Во время войны, рискуя жизнями, они добывали информацию о врагах Красной Армии. На нашем полуострове партизан осталось всего 10. Это очень тяжело. Все эти праздники отражаются на состоянии здоровья. Мы ходим, конечно, вспоминаем, отдаем дань умершим, погибшим. Пусть они там лежат спокойно, смотрят в небеса и слушают курлыканье журавлей. Мы всегда о них помним. А 92-летний Алексей Фролов пережил не только войну. После возвращения с фронта его постигли трудности послевоенного периода. На костюме героя не одна медаль. Каждую из них он заработал собственной кровью. В своем поселке он знает все потайные дороги и пещеры. Рассказывает, во время бомбежек он и его товарищи скрывали себя там от мучительной смерти. Партизаны кругом погибли. Их бомбили по речкам, по этим... И румыны, и эти, и немцы, все били их. Партизаны и подпольщики – это составная часть антифашистского движения. В годы Великой Отечественной войны с фашизмом боролись именно методами партизанской войны. Ее еще называют рельсовой. Именно партизаны должны были разрушать связь и коммуникации фашистов, работу автомобильного и железнодорожного сообщения врагов.
Сегодня День партизан и подпольщиков – памятная дата. Настоящие герои, которые рисковали жизнями ради будущего, а кто-то и вовсе не вернулся. Этот день установлен Государственной Думой России в марте 2009 года. В документе говорится в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками. Мухаммед Зикиряев, Виталий Голубев, телеканал Миллет. 1200 километров федеральной трассы в Крыму. До 2021 года Крым планирует передать в федеральную собственность более 1000 километров дорог. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Государственного комитета дорожного хозяйства. В федеральную собственность передадут все крупные магистрали Крыма, которые соответствуют параметрам федеральной трассы, сообщили в пресс-службе. Но, как выяснилось, параметрам соответствуют далеко не все автомобильные дороги. Крымавтодор составил рейтинг самых грязных дорог. По информации службы, первое место в этом рейтинге разделили дороги Симферополя, Лушта-Ялта и Севастополь-Ялта. А вот самой чистой дорогой назвали Симферополь, Бахчисарай, Севастополь. Такой необычный рейтинг Крымавтодор составили после проведения работы по санитарной очистке автомобильных дорог. Во время уборки было убрано 36 тысяч мешков мусора, сообщили в пресс-службе. В Голубинке наконец появились мусорные баки. В скором времени только в этом селе их будет 150. Работы по установке контейнеров в Бахчисарайском районе начались еще в марте. К концу июня в 9 из 11 сел уже расположили 815 баков. Общие затраты составили 13 миллионов рублей. Мы с марта месяца начали постепенно устанавливать, начиная с Роматинского сельского поселения, и потихоньку двигались. И мы к маю месяцу уже завершили установку в 8 населенных пунктах. Потом мы проводили закупку дополнительного оборудования, то есть дополнительных баков. Вот мы получили буквально 2 недели назад поступление новых баков и приступили к установке в Куйбышевском сельском поселении и вот сегодня Голубинке. Ранее в каждом селе этого района вопрос с мусором был чуть ли не первоочередной проблемой. В частности, в Голубинке жители были вынуждены оставлять пакеты с отходами у дороги. Теперь о старых трудностях можно забыть. Я думаю, что ситуация с мусором будет улучшаться, ведь Голубинское сельское поселение находится непосредственно в Бельбецкой долине. Да? Это одна из самых прекрасных долин Республики Крым. Также это будет одна из самых чистых долин в Республике Крым. Как бороться с наркоманами и с правонарушителями среди несовершеннолетних и не только? В Симферополе состоялось собрание с участием членов общественного совета. Ими были рассмотрены актуальные для жизни города вопросы, среди которых и проблемы с оформлением земельных участков и реализацией муниципальной программы. Главной темой этого заседания стал вопрос о преступниках, нарушающих права и законы. Старший лейтенант полиции Андрей Шпаков рассказал, что в данный момент ведутся профилактические работы над несовершеннолетними, чтобы они в дальнейшем не вели бродячий и разгульный образ жизни. Увеличивается количественный показатель совершенных преступлений в отношении несовершеннолетних. К прошлому году это 30%. Однако данный показатель связан с тем, что 80% уголовных дел связаны с неисполнением родительских обязательств, а именно это статья алименты, не выплата алиментов. Поэтому, опять же, у нас показатель растет. Срочно нужна кровь. У 3-летнего Идриса Усинова обнаружили лейкоз. Сейчас он нуждается в срочной медицинской помощи. Идрис находится в детской республиканской клинической больнице в отделении онкогематологии. Сдать кровь можно в центре переливания крови. Все справки по телефону +7 978 088 76 05. Еще 2 тяжелобольных крымчан доставили на лечение в Москву. Сопровождал их медицинские специалисты. В столицу доставили их на самолете МЧС. Он оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Специалисты на протяжении всего перелета наблюдали за больными, при необходимости оказывали помощь, доставили крымчан в специализированное медучреждение, а там они будут проходить дальнейшее лечение. Один, значит, с ожогами и другой, так сказать, с хроническим заболеванием, которые требуют дальнейшего долечивания и реконструктивной хирургической помощи, в клиниках Москвы.
Юные спасатели, юные пожарные. Сегодня состоялось торжественное закрытие и объявление победителей 12-го межрегионального полевого лагеря, который проходил на базе детского оздоровительного лагеря в Евпатории. В течение 5 дней ребята демонстрировали свое мастерство спасателей в условиях близких к реальным и чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. В программу соревнований входили такие этапы, как поисково-спасательные работы на воде, умение оказывать первую помощь, полоса препятствий, конкурс стен газет и многое другое. Победителем стала команда из Краснодарского края. Такие соревнования проводятся с целью популяризации здорового образа жизни среди молодежи. Нашу оценку дадут наши руководители. Со своей стороны я хотел бы поблагодарить и Южный федеральный округ, руководство, Главного управления. Поддержку большую получили мы от города Евпатория, от правительства Республики Крым. Хочется отметить, что в принципе все прошло на довольно-таки высоком уровне. Все этапы были проведены, все, что задумывалось, было совершено. Празднично, торжественно, музыкально и немного грустно. В КФУ состоялся ректорский бал. Приурочен он к столетию главного вуза полуострова. 180 лучших выпускников, среди которых отличники учебы, чемпионы и победители спортивных соревнований, активисты общественных движений. Будущие специалисты попрощались с альма-матер, получили дипломы, грамоты и благодарственные письма. По традиции бал начался с полонеза, торжественного танца, шествия выпускников, поздравительные и напутственные слова руководителей университета и структурных подразделений чередовались с зажигательными полькой и сальсой, душевными танго и венским вальсом, подготовленными студентами. Общим подарком бала стали произведения выдающихся мировых композиторов в исполнении оркестра Крымской государственной филармонии. Очень приятно видеть, что молодежь, объединенная одной идеей, даже самой такой легкой, незамысловатой, как отпраздновать свой выпускной, настолько дисциплинированная, активная и организованная. Крымский черный тмин. Ученые Института сельского хозяйства Крыма вывели новый сорт нигелы, который называют черным тмином. Для России эта культура новая, отмечают специалисты. В реестре сортов страны нигелы никогда не было. Удалось ее вывести только в этом году. Сорт отправлен на регистрацию. Если сорт регистрацию пройдет, то в следующем году ее высадят на территории, площадь которой составит 100 гектаров. Помимо Крыма, это растение может использоваться аграриями большинства южных регионов России. Над крымской нигелой ученые работали около 7 лет. Кроме того, они научились добывать из растения масло, как эфирное, так и пищевое. Его стоимость в косметологии за 50 мл превышает 1000 рублей. В Симферополе стартует строительство крупнейшего микрорайона «Крымская роза». Первая очередь самого современного проекта – это семейный комплекс «Лаванда». Строительная компания «Монолит» впервые в Крыму будет реализовывать новые стандарты для городской среды. А крупнейший в Крыму банк РНКБ готов предоставить выгодные условия для приобретения жилья в ипотеку в группе компаний «Монолит». Подробности в сюжете Султании Ситакаевой. В Симферополе одна из крупнейших строительных компаний «Монолит» приступила к строительству первой очереди микрорайона «Крымская роза». На площади в 1,7 гектаров вырастет современный квартал «Лаванда» с готовой инфраструктурой. Это 6 секций от 7 до 17 этажей. Всего в комплексе 566 квартир. Компания «Монолит» позаботилась и о самых маленьких жителях. Для них на территории будет построен новый детский сад на 80 мест с собственными игровыми зонами. Привлекли несколько архитектурных бюро, не только крымских, но и столицы России. Работают действительно сильные специалисты, архитекторы, проектировщики, привлекаем и транспортников. Думаем о даже самых незначительных, на первый взгляд, деталях, о том, каким будут улицы, какие будут пешеходные связи, каким образом будут сообщаться между собой каждые очереди и кварталы, в какую единую историю они будут объединены, чтобы район жил, чтобы он развивался достаточно долго. Строительство только началось, но уже удивляет спрос на строящиеся многоэтажки. Очевидно, это привлекательная цена от 50 тысяч рублей за квадратный метр. На данный момент 200 семей приобрели жилье в ипотеку в РНКБ новостройках группы компаний «Монолит». РНКБ предлагает самые выгодные условия кредитования. Первоначальный взнос от 10% и сроком до 25 лет. Также заемщики могут воспользоваться материнским капиталом в качестве первоначального взноса. Кроме того, банк участвует в государственной программе субсидирования для семей.
Наш заемщик, если у него есть двое детей, и он родился с 1 января 2018 года, может взять ипотеку по льготной ставке 6%. Вот. Что касаемо основных ставок, по которым можно оформить ипотеку в данном жилом комплексе, они составляют 10% годовых для всех граждан и, соответственно, 9,5% для льготной категории граждан, которые также могут оформить у нас ипотечный кредит. Всего в Крымской Розе будет 5 районов. Приобрести здесь жилье смогут 9 тысяч семей. Это будет целый город с современной инфраструктурой. Школы, детские сады, больницы и спортивные комплексы. Реализовать весь проект планируется за 11 лет. Султанис Такаева, Аким Бекиров, телеканал Миллет. Такими были события пятницы. Завтра не пропустите итоги недели с Фатимой Сейдометовой. Выпуск будет на крымско-татарском, а мы увидимся уже в воскресенье. Оставайтесь с нами.